у нас 3 вещи определяют будущее человека. Запомните их, пожалуйста. 3 вещи. Что ты читаешь, кто твой наставник, с кем ты общаешься, кто твои друзья. Глядя на это 3 вещи, сразу можно узнавать человека, где будет через 10 лет, или через 20 лет, через 50 лет. Его будущее определяется это 3 вещами. Всего лишь 3 вещи. Что ты читаешь, кто твой наставник и кто твои друзья, с кем ты общаешься. Позаботься об этих 3 вещей. И у себя, и у своих детей, и так далее. Всегда позаботьтесь. И тогда, смотрите, потому что все то, что 3 вещи, которые я сказал, заполняет сознание человека. Что у вас в голове, это есть ваше будущее. Внимательно послушайте, когда люди разговаривают. На их словах озвучивается их будущее. Родные мои, земляки, братья и сестры, я говорю вам слова своего сердца сегодня. Берете, используйте, получите плоды однозначно. Не берете, это тоже нормально. Половина из вас будут обсуждать это все. Вместо того, чтобы брать что-то и делать. Разве я вам что-то плохой совет давал? В прошлый раз один человек мне сказал, да, Влад, это же понятно и так далее. Я говорю, даже если понятно, тебе терпения нету его послушать. Потому что ты внутри очень бедный. Внутри у тебя гнев, внутри у тебя фасад, понимаешь? Геноя много. Поэтому тебе даже понятия нету, как это понимать. И он мне говорит, ни один богатый других не хочет свои секреты рассказать. Я говорю, чего ты взялась-то? Потому что ты никогда не был богатым, поэтому так думаешь. По-настоящему богатым. Дорогие мои, вот почему я этим занимаюсь. Иногда люди думают, что как будто Давлатов следует какой-то корыстной цели. Я эти вещи говорю для того, чтобы все слушали. Моя философия жизни, у каждого человека должна быть какая-то жизненная карета, какая-то ценность. Вот одна из ценностей, которую я формировал для себя. Я формировал для себя такую ценность, которую соблюдаю. 114 ценностей из моей жизни. Я их расписал. Это те ценности, которые никогда нельзя нарушать. Одно из них, вот она моя философия жизни. Каждый день учиться у земли. Потому что в Коране почитал, что написано, мы создали этот мир для вас примером. И тогда думал, ух ты, значит вокруг меня есть чудо пророка, чудо Бога, я должен это чудо видеть просто. И вот каждый день я тренирую себя быть как земли. Я учусь от земли. Земля для меня настоящий наставник. И я постараюсь отражать это состояние. Что это означает? Земля, любой семена, какая бы ни попадает, она встает и просветает, и начинает светиться, и давать плоды. Это означает, что каждый человек, который меня слышал, хоть разу, хоть через мои книги со мной столкнулся, хоть со мной так лицом к лицом столкнулся, хоть поздоровался со мной хоть разу в жизни, я должен сделать так, чтобы он просветал, он засветился. Он светился, как это свято, чтобы все его мечты давали плоды, все его талант просветал. Вот чем я занимаюсь. Понимаете, но на земле люди плюнут, на земле люди писают, на земле люди все плохой мусор бросают. Но от земли всегда растет цветы. Понимаете, это первое, что хочу вам сказать. Второе. Когда вы чего-то добьетесь в жизни, помните вторую вещь, которую я сейчас буду говорить. Ни одна река свою воду сам не пьет. Ни одно дерево свои плоды сам не кушает. Солнце не светится и свою теплоту сам не использует. И ни один цветок свой аромат сам не использует. Живите ради других. Служите народу. Служите Богу. Через тот талант, который Бог давал, служите людям, приближайтесь к Богу. Служение. Нету высшей цели, чем служение. Человек, который только работает, чтобы себя живет и кормить, или своих детей обеспечить, или только дом построить, себе машину купить, он забыл, что такое быть человеком. Жить ради других – это естественный закон, требование жизни. Дайте все то, что у вас есть другим. Все свой талант. Все, что у вас есть, поделитесь. Тогда смерть слабо перед вами. Не то, что чья-то критика, не то, что чья-то барьер. Даже вы победите смерть.
Смерть не может отнимать от вас доброе дело. Смерть не может отнимать у вас то деяние, которое вы делаете. Делите своей любовью, делите своим временем, делите своей мудростью, делите все то, что у вас есть в этом мире. Только тогда выйдешь за пределы рамка нужды, и ты станешь по-настоящему богатым, по-настоящему мудрым, по-настоящему успешным. Я бы пожелал каждому, кто сегодня слышит меня, чтобы ты жил как цветок. Если ты понял эту ценность, эту философию, о которой я говорил, ты будешь красиво жить, как цветок. Ты будешь, как солнце, всегда светиться. Руками солнце не закрываешь. Будут у тебя люди, которые тебя будут критиковать. Будут люди, которые тебя будут обсуждать. Будут люди, которые сомневаются в твои слова. Но ты будешь светиться и светиться. Будешь всегда на высоте. Потому что ты истину говоришь. И всегда, как река, ты будешь несущей жизни. И это прекрасная жизнь. Счастливая жизнь. Это надо просто понять и делать. Я думаю, что для понимающего человека то, что я говорил, это такой урок. Понимаете, человек 100 лет порой живет, но никогда это не поймет и не задумается об этом. Это настолько глубокая философия. Дорогие мои, просто послушайте, наберите терпения, эти вещи послушайте и читайте эти книги. И я вам желаю, я ваш слуга, я не вам учитель, я ваш слуга. Если вдруг кому-то из вас эти вещи хоть в чем-то 1% помогут, я буду сказать, что благодаря Аллаха, что дал мне возможность быть слуга своего народа.